Общество с ограниченной ответственностью «Хлебосол» обеспечивает социально значимой продукцией бюджетные организации и потребители Верхнеколымского района. Из-за удаленности и труднодоступности территории «Хлебосол», как и другие предприятия Верхней Колымы, испытывает в работе ряд трудностей. Накануне в Зырянке предприниматели и члены правительства рассмотрели возможные варианты решения ведения дел в таких условиях, рассказывает Наталья Ломанова. В ассортиментном списке Зырянского общества с ограниченной ответственностью «Хлебосол» 24 наименования хлебобулочных и сдобных изделий. Особой популярностью у покупателей пользуются зерновые и ржано-пшеничные сорта хлеба. Но запас ржаной муки на складах поставщика Якутопторга скоро закончится. Завоз сырья без возмещения транспортных затрат чуть ли не в половину увеличит стоимость и так недешевого черного хлеба. Ситуация с учетом удаленности и труднодоступности Верхней Колымы почти нерешаемая. На сегодняшний день на предприятии имеется три основных проблемы. Это завоз ржаной муки в район, возмещение транспортных затрат по доставке сырья, потому что доля их очень высока в себестоимости продукции, и невозможность кредитования юридических лиц здесь, в районе, на территории Верхнеколымского района. То есть кредитные ресурсы, которые нам нужны для завоза сырья, получить мы не можем. Предприниматели Верхнеколымского района имеют множество задумок и проектов, готовых к реализации, но все они в итоге сталкиваются с подобными проблемами. Именно этим вопросам был посвящен круглый стол между членами правительства республики и представителями бизнеса, состоявшийся накануне в Зырянке. Желание развить свой бизнес очень большое. В основном люди хотят развить не только торговые точки, но и производственные объекты. Нуждается в фонде развития и поддержки предпринимательства, в заемных средствах. Встреча в подобном формате состоялась в Зырянке впервые. Решение самых насущных проблем чиновники приняли к рассмотрению. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.